Здравствуйте! С вами программа «Лица, страницы, границы», и сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Кыргызской Республики и новый директор Центра эстетвоспитания КРСУ Галина Кетова. Галина Сергеевна, давайте начнем с вами о театре. Что вообще сегодня такое театр и зачем он нужен людям? Ну, мне кажется, сколько лет существует театр, сколько веков, столько и существует этот вопрос. Потому что на самом деле, когда появилось кино, все предрекали смерть театру, говорили, что все, теперь точно театр будет не востребован. А когда появился интернет и когда появилась конкуренция в виде других форматов, то все начали, конечно, опять вспоминать о том, что все, театру конец. На самом деле, сколько существует театр, столько есть разные мнения по этому поводу, но это такой вид искусства, в чем его преимущество? Он живой. Да? Театр — это живая энергия, это живые эмоции, и это неповторимое творение, потому что каждый раз ты приходишь даже на один и тот же спектакль, ты видишь его по-новому, по-разному, потому что артисты разные, мир течет, все меняется, и поэтому, конечно, мы видим уже не то, что было в прошлый раз. Поэтому театр — это отражение жизни для меня. Мне кажется, сегодня немножко не хватает нашему театру актуальности, но мне кажется, если глобально посмотреть вообще на театр, то это форма, через которую творческий человек, творец, может говорить со зрителем на другом уровне. Поэтому это очень важный вид искусства. А самый пик и расцвет театра в Кыргызстане, как вы думаете, на какой период приходился? Ну, это, конечно, 70-е и 80-е годы. Это эпоха, когда в Русском драматическом театре был замечательный режиссер, художественный руководитель ПАЗИ Владислав Борисович. Мне посчастливилось с ним даже участвовать в одном спектакле, который он ставил здесь. И, конечно, этот период его становления как режиссера, он пришелся на те годы, когда он служил в нашем театре. Наше старшее поколение артистов, они с радостью всегда говорят о нем, вспоминают с теплотой и каким-то таким благоговением, когда мы услышали, что он приезжает к нам на постановку. Это было в 2005 году, и я вообще планировала уезжать. Я хотела попробовать себя там в другом городе, в другой стране, в другом театре, но когда услышала, что приедет ПАЗИ и будет ставить спектакль, я осталась из-за отношения старших коллег к этому режиссеру. И не пожалела, конечно. Я думаю, что это было время. И в чем была особенность нашего театра в те времена? Были очень актуальные постановки. То есть это были такие спектакли, которые были созвучны времени. Это такое было время накануне перемен. И, конечно, эти все вопросы классно были отражены в спектаклях. Вы хотели уехать насовсем? Ну да. Почему не уехали позже? Уже все, дальше затянуло, дальше я уже нашла свое место в нашем театре, дальше мне уже стало это интересно, ну и как-то стала получать такие интересные предложения, такие интересные роли мне стали давать, что я уже не смогла отказаться, и я рада, что так произошло. То есть именно благодаря этому моменту, когда он приехал, вы остались? Да, я на самом деле не планировала и не мечтала, что мне дадут роль, поскольку много талантливых актрис в нашем театре, а я была еще совсем юная, только закончившая институт девушка, и была постановка Бориса Годунова. И это, как вы знаете, мужской материал, то есть там все роли практически мужские. Женских ролей там Марина Мнишек, но я понимала, что это главная героиня, и возраст у нее гораздо старше моего, точно я не попаду на эту роль. Ну, а других ролей там 2-3 роли, и вряд ли женские, там куда-то я попаду. Но на кастинге Владислав Борисович сказал: все, берем ее на роль царевны. И потому что там нужно было петь. Я так рада, я всегда боялась петь, еще будучи студенткой, но я поняла в итоге, что вот все-таки пение сыграло хорошую роль в моей творческой судьбе. Сколько лет вы уже служите театру? С 2003 года я выхожу на сцену Русского драматического театра. Страшно представить, сколько это лет. Но я ориентируюсь, у меня старшему сыну как раз, он ровесник этого процесса, как раз он был совсем маленьким.
И меня пригласили, я вот была студенткой еще, меня пригласили на мою первую роль в театре. С тех пор. 18 лет уже получается. Да, почти 19. Я не зря сказала именно служите, потому что в вашем случае нельзя сказать, что вы работаете в театре, вы вот именно ему служите. Какие жертвы приходится приносить? Ну, спасибо, да. Вообще театр — это служение традициям в каком-то смысле. Конечно, приходит молодежь, которая хочет все поменять, все изменить, что до них как будто бы ничего не было. Я сама была такой бунтаркой в каком-то смысле. А потом проходит время, и ты понимаешь, что все-таки старшее поколение — это такие мастодонты, это люди, на которых все держится, и нужно смотреть на них, ловить каждое слово, и это очень ценно. Я, на самом деле, достаточно многим пожертвовала, потому что, когда вставал выбор, я помню вот такой случай, когда на первом курсе я еще училась, и моя однокурсница, как-то мы заговорили нашей компанией, однокурсниками, кто что бы отдал за то, чтобы служить в театре. Ну, такие разговоры творческих молодых людей. И для меня было шоком, когда моя подруга, она сообщила, что нет, я бы выбрала семью. Я бы, конечно, выбрала семью, если выбирать театр или семья. Для меня этот вопрос вообще не стоял. То есть я на нее посмотрела, говорю, как ты можешь такие вещи говорить? Как ты можешь вообще выбирать не театр? Зачем ты идешь сюда учиться? Я всегда выбирала театр, честно говоря, поэтому не просто складывалась моя личная жизнь, и поэтому не все готовы принять и понять это. И был момент, когда второй мой сын, например, бежал ко мне и говорил: мама, не уходи, пожалуйста, я тебя так люблю. Что такое постановка спектакля? Ты можешь уйти вечером, вернуться ночью. Бывает, что производственная необходимость такова, что ты можешь репетировать до ночи. И он, конечно, не понимал вообще, как мама может уйти вот так вот целый день. Я ему в какой-то момент сказала, что да, я тебя тоже очень сильно люблю, сынок, но театр я тоже люблю. Это всегда. Дети мои тоже знают, что они не могут конкурировать с театром, я люблю их. Но сейчас, может быть, все-таки с возрастом, все-таки судьба творческая удалась, и младшим детям больше везет. То есть за 18 лет вашего пути приоритеты не поменялись? Нет, нет, все-таки. Умрет ли театр? Никогда не умрет. Никогда. Он будет, я думаю, он будет трансформироваться. Допустим, какие интересные открытия были сделаны в этом плане, когда наступил карантин. А театр — это искусство, когда зритель должен прийти в зрительный зал. То есть это не какая-то другая форма кино, ты можешь снять, записать. И мы, конечно, сильно переживали по этому поводу, мы боялись потерять своего зрителя, самим разучиться выходить на сцену, потому что это очень важно. Нужно все время быть в тренинге, да, нужно все время выходить, чувствовать публику, иначе ты теряешь мастерство. И я увидела несколько интересных постановок российских, то есть они смогли совместить как-то даже этот странный опыт, они смогли применить в театре. То есть они сделали онлайн-спектакли. Не просто, что стоит камера, артисты играют, они смогли эту часть включить в сам перформанс, в сам спектакль. То есть было несколько очень интересных открытий, наблюдений, и я поняла, что все, театру ничего не страшно. Даже если мы все сядем там на долгий карантин, театр будет жить и будет существовать. Кроме, может быть, наверное, нам нужно лучше уметь работать в информационном поле, чтобы есть просто большое количество детей, подростков, студентов. Я, честно говоря, первое время была в шоке. Они даже не знают, где находится театр. Но когда они первый раз туда попадают, они навсегда влюбляются. В 80% случаев они навсегда понимают, что да, им хочется еще туда возвращаться. Правда ли то, что залы пустеют? Залы пустеют, конечно, потому что если раньше у нас такой большой конкуренции, скажем, как кино, не было кинотеатра, если раньше была помощь со стороны школ, вузов, они целенаправленно приводили студентов, детей, зрителей, они сами любили театр и вели своих детей, родителей приводили в театр, то сегодня, к сожалению, многие родители, они, может быть, я не знаю, конечно, они попали в какое-то, может быть, время вот этих трудных
может быть, 90-х, я не знаю, когда родителям было не до детей, и эти дети уже выросли и теперь растят своих детей, все же из семьи, в принципе. То есть это ошибка и вина воспитания и образования? Я думаю, что это вообще такой процесс, да, непростой, и имеет смысл о нем вообще задуматься, потому что театр — это не просто вид искусства, это очень много всего. Это такой вид искусства как раз, в котором есть все. И танец, и решение художника, да, в декорациях, и вокал, и литература, потому что большинство прекрасных пьес — это же наследие, великое наследие литературное. То есть там очень много всего. И это такой шанс прийти и увидеть сразу многое. Но это так ценно, и, к сожалению, мы понимаем, что сегодня меньше ведут детей в театр. Какой театр вот сейчас более успешен в Кыргызстане? Ну, я, конечно, скажу про Русский драматический театр, потому что тут сложно судить, объективно, я даже не знаю, хотя я являюсь прямо и радуюсь, и горжусь, с гордостью это произношу, вице-президентом Союза театральных деятелей Кыргызской республики. То есть я знакома с работой других театров. Но должна сказать, что у нас все в порядке с Русским драмтеатром, потому что есть свой зритель. Это зритель, который любит, ждет премьеры. Сколько мы не выходили с премьерами после вот этого перерыва, когда только мы открылись и начали на свой страх и риск, без ремонта. То есть в этих условиях мы все-таки сделали премьеру, и полные залы, и полно зрителей, много отзывов, и до сих пор это происходит, это, конечно, радует. У нас есть свой зритель. Ваше новое детище Гала-театр. Что вообще это такое и как он родился? Точнее, почему он вообще родился? Вообще Гала-театр родился 11 лет назад, представляете? Ну, то есть это половина пути творческого моего, когда я уже служила в театре. Ну и сложилась такая на тот момент ситуация, когда мне было сложно найти общий язык с руководством театра. Я поняла, что здесь я не могу реализовываться, ну и из-за каких-то непониманий с руководством просто там на мне стоял запрет, говорили, не берите Кетову в спектакль. Почему? Ну, я осмелилась пойти против системы, но я потом рада, что справедливость восторжествовала, потому что были нарушены там наши права. Я такой борец за права была, и было сложно, то есть вот все. Я поняла, что надо делать что-то самой. Было очень страшно. Я заняла денег на постановку спектакля, пригласила режиссера, очень известного, очень интересного. И за несколько дней до премьеры дирекция театра Русского драматического на тот момент, они мне отказали в площадке. Хотя везде была уже информация, везде уже в СМИ, все оповещены, приглашены на это мероприятие. Ну и мы быстренько перестроились, и я в тот момент просто поняла одну важную вещь, которая до сих пор, честно говоря, меня вот как-то вдохновляет и держит, что все твои сложности — это возможности. И я спокойно, конечно, взяла себя в руки, понервничала, посидела, но мы сделали спектакль, так родился Гала-театр, и самый ценный отзыв был от одного очень интересного человека, творческого тоже. Он сказал, театр имеет большие возможности, там сцена, свет, звук, вся инфраструктура, все прекрасно. А я играла в университете, на входе зрители располагались, там, кому хватило стульчиков, мест, там, дипкорпус, там, дипломаты пришли, они вот с одной стороны, а на ступеньках сидели все остальные, друзья, поклонники театра, те, кто хотели увидеть премьеру. И вот этот человек сказал, что вот такие возможности у театра, а вот есть театр настоящий, которому ничего не нужно, вот, пол, там, стены и все. И ты погружаешься в другое измерение, в другой мир. И, конечно, меня это успокоило. Я поняла, что дело не в стенах. Его название Гала-театр, как я знаю, не имеет никакого отношения к вашему имени, а имеет тюркское происхождение, если я не ошибаюсь. Расскажите об этом. Да. Ну, когда мы думали, это предложила Авликули Хаджикулиев, такой чудесный режиссер, потрясающий человек, который вот меня и сподвиг на этот шаг.
Мы думали над названием, и я все переживала, потому что я говорю, ну как, я одна, ну как это, что за театр, это как мы будем? Он говорит, не переживай, будет крепость. И мы как-то в разговоре, в общем, поняли, он говорит, Гала, это же вот как раз по-тюркски это крепость. И мне так понравилась эта идея, с одной стороны, это созвучно с моим именем, с другой стороны, ну все думают, что я в честь себя назвала театр, ну я тоже не спорю, пожалуйста, но я знаю, что это была такая цель, чтобы это был театр как крепость. Расскажите, как попасть в Гала-театр? Очень просто, на самом деле, быть талантливым человеком, который готов посвятить свое время, свои силы и себя вообще, в принципе, этому процессу. У меня есть театральная студия, туда приходят очень разные люди, и молодежь, и взрослые люди, которые, в принципе, когда-то мечтали, может быть, посвятить себе театру, но не было возможности. Родители настояли, что надо приличную работу иметь, а не быть там артистом, не дай бог. И они приходят и начинают с занятий. Какими качествами должен обладать артист и будущий актер? Ну, конечно, это такая избитая фраза про 1% да, таланта и 99% труда, но это так и есть, правда. Но это должен быть человек, которому интересно. То есть не может быть в этой профессии людей, которые не горят этим. А когда ты хочешь, когда ты мечтаешь о чем-то, то ты не обращаешь внимания на то, сколько часов ты потратил. Когда со студентами я работаю, занимаюсь, и они мне рассказывают, что они репетировали целых 2 часа, я, конечно, удивляюсь и понимаю, что, может быть, они и не станут артистами, потому что видно, когда человек готов с утра и до вечера что-то делать в этом направлении и самому учиться, и ты понимаешь, что такой человек, да, он будет кем-то в этом направлении. Ну и, конечно, понять, это действительно твое, действительно тебя это вдохновляет, и ты готов на это положить жизнь, или тебе нравится, ну, можно еще чем-то заняться, и тогда спокойно занимайтесь чем-то другим, а это может быть хобби, почему нет? О вашей новой деятельности в нашем университете. Эстет-воспитание. Что вообще это такое? Я думаю, что это самая главная составляющая. Ну, как знаете, в школе любой физик или химик говорит, как вы можете жить, если вы не знаете физику или химию. Так все люди, влюбленные в свое дело, будут говорить. Я скажу, что не у каждого студента, не в каждом университете есть такая возможность, потому что в Славянском университете потрясающий подход в этом плане. То есть студенты могут приходить и бесплатно заниматься у лучших педагогов и профессионалов своего дела. Это так ценно. Какие направления? Ну, пока мы начинаем, то есть мы восстанавливаем эту работу, я считаю, что очень важно пойти и оттолкнуться от желаний и мнений самих студентов, то есть от молодежи. Потому что, может быть, мы что-то видим, ценим и понимаем, что это важно, но если мы поговорим с ребятами, мы услышим, увидим их, то поймем, что, может быть, сегодня для них это актуальная информация больше, чем нам кажется. Пока мы начинаем с ораторского мастерства, актерское мастерство, танец, вокал, классический и народный причем. И у нас еще есть несколько направлений, которые только-только, вот мы их разработали. Это, да, у нас есть желание сделать волонтерское движение и студия имиджа и дизайна. То есть там личный бренд, вся эта очень важная информация, как себя позиционировать, как вообще выстраивать внешнюю картинку. Это так интересно, и обязательно, я надеюсь, мы сможем организовать студию по ведению блога, да, то есть по тому, как себя снимать, как это делать качественно. Есть уже планы, как это сделать более хорошо, качественно. Ну, вот. Грандиозные планы. Ну, я надеюсь, они реализуются, пока мы, конечно, только выстраиваем работу, потому что есть нюансы, есть понимание того, что нам нужны какие-то специальные помещения. Но я думаю, что это все временные процессы, которые мы наладим. О вашем пути в политику. Вы неоднократно объясняли, зачем вы это сделали, потому что хотели продвинуть культуру и пытались найти инструмент для того, чтобы продвигать театр в нашей стране. Да. Да. Что вообще удалось сделать на этом пути? Удалось понять,
что это не так просто. Потому что, ну, может быть, я не нашла каких-то единомышленников, их немного, к сожалению, потому что, когда я многих политиков спрашивала, интересовалась, когда они были в последний раз в театре, оказывалось, что многие вообще не были. И я понимаю, что это не все так просто, к сожалению. Конечно, удалось найти интересных людей, с которыми мы до сих пор общаемся, и которые готовы поддерживать театр, которые по-другому стали смотреть на театр и на искусство, на культуру в целом. Услышали, то есть это важно. Но я думаю, что, конечно, ну, мне кажется, это должна быть ответственность государства. То есть кто-то, принимающий решения, должен понимать, насколько это важно. Потому что мы должны понимать, какой вклад это несет в развитие общества. Пока нет такого понимания, мое личное мнение, конечно. Я понимаю, что мы сейчас заняты там вопросами, как накормить, как худо-бедно, да, обеспечить какой-то минимум прожиточный. Но духовные процессы, духовные вещи, они неотделимы от материальных. И поэтому, пока нет этого понимания, нам будет всегда сложно. Мне кажется, это обязательно должно быть в школьной программе. То есть обязательно посещение музеев, посещение выставок, посещение спектаклей, концертов. Это обязательно. Экскурсии по городу. Это знание истории своего города родного, где ты сейчас живешь. Ваша кандидатура не прошла, но думаете ли вы попробовать еще раз? Все-таки кто, если не я, да? Нет, не я. Все-таки я получала предложения, меня звали люди, которым я доверяю, уважаю их, но, к сожалению, я понимаю, что это нужно тогда полностью отказаться от других всех процессов, проектов и идти, в общем, пахать это непаханное поле. У меня пока нет такого желания и такой возможности. Может быть, если, когда созреет это понимание, появится уже какая-то критическая масса, я всегда поддержу, я всегда рядом, я всегда на своем пути, никуда не сворачивая. Но пока идти и стучать в закрытые двери у меня нет ресурсов. А как вы все-таки решились? Было страшно? Конечно, было страшно, была очень ответственность большая, потому что все-таки ты понимаешь, что у людей нету, мне кажется, понимания того, что депутат, он представитель вас же, людей, да? В силу того, что наши депутаты чаще всего это очень обеспеченные, уважаемые люди, они, ну, люди ждут, что ты им возьмешь сейчас, там, сделаешь дорогу, построишь дом, ну, вот такие материальные запросы. И когда приходилось встречаться с людьми и говорить о том, что, к сожалению, я этого сделать не смогу, потому что я такой же бюджетник, я работаю также на зарплату государственную, но моя миссия не в этом заключается, а попытаться, да, донести какие-то наши проблемы, чтобы мы были услышаны, потому что мы их изнутри знаем. Люди, конечно, удивлялись, потому что они привыкли немножко к другой форме взаимодействия с властью и с представителями, хотя, казалось бы, нас же самих, да, простых людей. И, конечно, это была большая ответственность, то есть вообще встречаться с людьми, которые были уже не раз обмануты, им уже столько всего обещали, то есть это такой был процесс непростой. Через политику пока не получилось. Какие вообще есть другие пути продвижения поэзии, театра, ну и, в общем, искусства? Ну, я вижу вот такую возможность через наш университет. Потому что это прекрасная возможность, столько интересных. Ко мне всегда приходили, даже на мои курсы, студенты Славянского университета. Да? Но курс-то платный, конечно. Сейчас они имеют возможность приходить на занятия совершенно бесплатно. И это прекрасная возможность говорить об искусстве, говорить о культуре и пытаться, потому что, ну, вот такие моменты, знаете, вот просто ты понимаешь, что никто об этом, наверное, не говорил с ребятами. Ваша любимая роль из тех, что вы сыграли? Ой, сложно. Ну, наверное, вот простая обыкновенная женщина, потому что это самая сложная работа была. Психически, физически, эмоционально. 1,5 часа играть одной на сцене женщину, которая сходит с ума и пытается, да, выжить, это, конечно, непростая задача, и это все-таки первая такого уровня работа. Я считаю, что это моя такая самая сложная, а потому и самая любимая роль. С нее начался голотеатр. Когда актер может считать себя состоявшимся и успешным? Интересный вопрос.
А, Я думаю, что, ну, тут сложно, честно говоря, ответить на него. Мне кажется, актер вообще не может себя до конца чувствовать успешным и состоявшимся, потому что это всегда сомнение. Ты выходишь, каждая новая роль — это испытание. За себя могу сказать, что ни звания, ни какие-то награды, ни признание зрителей не дают тебе ощущения, что все, теперь ты состоявшийся классный актер. Ну хорошо, а тогда так, когда спектакль можно считать успешным? Когда зрители выстраиваются в очередь, чтобы приобрести билет на этот спектакль. Кем вы мечтали стать в детстве? Балериной. Сначала балериной, а потом уже я как-то начала понимать, что и петь тоже интересно. И вообще продавщицей можно стать, и кондитером, булочки вкусные кушать. А потом я поняла, что в театре все возможно. И в одном спектакле я на пуантах даже выходила, в каком-то спектакле ты королева, в каком-то спектакле ты уборщица. То есть это вот прекрасная возможность. Но первая мечта — балерина. Мать и жена актриса. Все-таки горе в семье, и чего больше в этом случае, плюсов или минусов? Но это испытание. Это большое испытание. И для детей, и для мужа? Конечно, конечно. Когда дети в выходной день настроились идти гулять в парк, я им пообещала, а тут мне ставят спектакль. Я им говорю: все, извините, отменяется наш поход, поедете к бабушке или будете дома уроки учить. Они, конечно, не в восторге, что у них мама артистка. То же самое и супруга касается, потому что, ну, конечно, репетиции в 9-10 вечера могут закончиться, ужином накормить некому, что поделаешь. Но, ну, такие мы. Что можешь сделать? Конечно, зато есть много преимуществ. Например, творческий подход во всем. Это возможность услышать детей творческих. То есть я, конечно, понимаю, что я, наверное, может быть, слишком такая расслабленная мама, потому что моим детям много позволено. То есть они могут захотеть, я не знаю, на ушах стоять, захотеть песни петь, захотеть на стенке порисовать. Ну, неплохо же это. Это неплохо, да, я считаю, что это нормально. Но, ну, вот есть свои нюансы. Любят ли дети театр? Ну, они все в нем практически выросли. Они его любят, они его знают, они его понимают. И я очень люблю с детьми ходить на спектакли, смотреть фильмы, а потом обсуждать. То есть вот сейчас у нас с ними этап, когда мы начинаем изучать театр оперы и балета. Это же такое сложное искусство достаточно. И мне очень интересно, что они говорят по этому поводу, как они реагируют. И иногда для меня это просто открытие. Ты приведешь детей на сказку, я сама как ребенок радуюсь, смотрю на своих коллег и влюбляюсь просто в них, какие они смешные, классные. И я вижу, как реагируют дети мои и другие дети в зале. Это такое счастье, ты понимаешь, что это очень важно, и это классно, что мы есть, и они есть, и мы есть друг у друга. И они, например, дочка меня поразила, вот ей 3 года, мы пришли на сказку, и мы берем цветы обязательно, чтобы дети уже понимали, что в театр можно прийти и подарить цветы артистам, которые тебе понравились. И дочка вышла на сцену и подарила цветы отрицательному герою. Но он был очень обаятельный, он был такой вообще прекрасный артист, молодой. И я так удивилась, то есть она из всех даже девочек-героинь, она выбрала его. Ей понравился этот плохой парень, и я начала задумываться. Очень редко случается такое, что известные фамилии, уже у которых есть слава, меняют, при том, что творческий путь не закончен. Вы поменяли свою громкую, красивую фамилию Кетова на фамилию мужа. Да. Как на такое решились? Я еще решила с ним обвенчаться вообще. Это вообще странно, с моей точки зрения сейчас. На самом деле, конечно, это был такой выбор, ну и это было наше такое решение, когда все-таки важно оставаться собой, но когда ты выходишь замуж, очень важно понять, что теперь ты уже в семье мужа, в фамилии мужа. И вот как-то так.
как-то так. Ну и все-таки дочь, которая у нас появилась, теперь она спокойно, у меня половина кетовых, половина гафоновых. Но все-таки, как я знаю, общественность не привыкла и не смирилась с вашей новой фамилией. Нет, особенно когда вообще фамилию Агафонова стали узнавать, когда я вот как раз пошла на выборы в качестве кандидата, и появились где-то там плакаты Галина Агафонова. И мне звонили друзья и говорили: а кто это? Кто это на тебя похожа она? Или это почему другая фамилия? Я говорю, ну вы же не знаете, что у меня в паспорте происходит. Поэтому да, это было новостью. О законе принятия государственного языка в Кыргызстане вы с другими организациями, как я знаю, не совсем согласны с ним были и отправили письмо нашему президенту. Об этом расскажите. Ну да, мне кажется, что это такой очень важный тонкий момент. Ну, прежде всего, я каждый раз заявляю, что я как родилась в Кыргызстане, да, так я здесь и живу всю жизнь, и у меня кыргызский паспорт, то есть я гражданка Кыргызской республики, и каждый раз, когда этот вопрос возникает, почему-то, когда мы начинаем говорить о том, что хорошо бы в обществе относиться с уважением к другим людям, да, я всегда, вот лично у меня было 3 попытки, когда я за свои деньги ходила учить кыргызский язык, да. О чем это говорит? Ну, я бы не хотела говорить о том, почему и да, что это значит, но у меня нету плохого отношения к кыргызскому языку. У меня есть непонимание, почему мы не можем никак наладить процесс адекватного изучения кыргызского языка, потому что когда вот дети, школьники, мы учились, начнем с того, что мы учились совершенно по другим принципам, по другой системе, и, к сожалению, так и не выучили кыргызский язык. Но насильно этого делать нельзя, то есть нельзя привить, нельзя заставить полюбить. Ничто, никого, никогда ты не заставишь полюбить. Поэтому это очень важно понимать. Нужно попытаться как-то с любовью к этому процессу подойти. За счет ущемления прав других языков, других национальностей ты никак не вырастешь положительную какую-то ситуацию. Развития не будет в такой ситуации. Поэтому есть пункты в этом законе, в этих предложениях, да, к закону, которые прямо противоречат Конституции. А Конституция, мы знаем, что это основной вообще закон. Пожалуйста, задумайтесь над тем, как развивать кыргызский язык с любовью. Почему я, например, не зная кыргызского языка, знаю очень много о культуре, об искусстве, об истории, о тех личностях, которые строили Кыргызстан в свое время. И это не были личности одной какой-то национальности. Это тоже надо понимать. Мы должны гордиться тем, что мы многонациональная страна, что у нас есть возможность благодаря русскому языку общаться с людьми разных национальностей. Это же прекрасно. Это, я считаю, достижением, и поэтому не нужно его, этот вопрос, политизировать. Не нужно пытаться выиграть, я не знаю, да, какие-то моменты, ущемляя там, да, или развивая как-то однобоко эту ситуацию. Нужно задуматься. Ну а поскольку у нас все-таки президентская республика, и все-таки многие решения, конечно, на них влияет и принимает Садыр Нургужоевич, мы его уважаем как президента, люди поддерживают нашего президента, его выбрали, и хочется, чтобы он услышал большую часть людей, которые не понимают, почему происходят такие манипуляции. Ну, насколько успешна вот эта вот попытка к перерассмотрению закона, как вы считаете? Пока не знаю, пока мы не располагаем информацией, пока я думаю, что мы скоро поймем, насколько ситуация поменяется и будет ли услышан наш голос. Но очень хочется верить в то, что нас услышат. То есть не тот факт, что мы не говорим по-кыргызски, не говорит о том, что мы плохие граждане и мы не любим свою родину. Ну зачем такие вещи прям вообще допускать? Это странно, и это оскорбляет меня как гражданку. Галина Сергеевна, ну и напоследок я бы вас хотела попросить что-нибудь прочесть из любимого. О, ну это интересное предложение. Я каждый раз начинаю нервничать. Наверное, любимое, одно из любимых стихотворений. Ну могу сейчас забыть какой-то кусочек. Послушайте. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были.
Кто-то называет эти плевочки жемчужинами и, прорываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, плачет, целует его жилистую руку, молит, чтобы обязательно была хоть одна звезда, а потом уходит задумчивый, молчаливый внешне и говорит: ну теперь-то тебе ничего, не страшно, теперь-то ты знаешь, послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно, значит это необходимо, чтобы каждый вечер на небе зажигалась хотя бы одна звезда. Чуть-чуть там где-то переврала, конечно. Спасибо, что пришли. Это была Галина Кетова, и с вами была программа «Лица страницы границы». До новых встреч!